Этот фильм снят по материалам, собранным в период подготовки сборника интервью с наставниками и ветеранами Института исторического, правового и социально-гуманитарного образования. 2023 год знаменателен тем, что был объявлен указом президента Российской Федерации годом педагога и наставника. Актуальность обращения к феномену наставничества определила контекст работы над сборником. Вопросы о роли наставника в жизни каждого человека, о влиянии института наставничества в педагогической профессии и науке стали не только поводом для разговора с героями сборника, но и темой для осмысления образа наставника в диалоге поколений. Герои сборника – люди разных поколений. Но их объединяет то, что они посвятили институту и нашему педагогическому университету не один и не 2 десятка лет своей жизни, вырастив не одно поколение выпускников. Время не повернуть вспять. Мы чтим память многих прекраснейших преподавателей и выдающихся специалистов в своих областях науки, которые вложили частичку себя в будущее. Мы с теплотой и безмерным уважением вспоминаем с выпускниками и нашими сокурсниками Ангелину Алексеевну Евдокимову, кандидата исторических наук, доцента кафедры всеобщей истории и культурного наследия, Булата Сабировича Давлетбаева, кандидата исторических наук, доцента кафедры всеобщей истории и культурного наследия, Вениамина Петровича Федяшина, кандидата исторических наук, первого заведующего кафедрой права и обществознания, Лидию Евгеньевну Шевченко, кандидата исторических наук, доцента кафедры всеобщей истории и культурного наследия, Марата Арслановича Мананова, кандидата исторических наук, доцента кафедры отечественной истории, заместителя директора по научной и инновационной деятельности, Марата Хабибовича Инбарисова, доктора исторических наук, заведующего кафедрой отечественной истории, Рифа Исмагиловича Якупова, доктор исторических наук, профессора кафедры отечественной истории. Они рано ушли из жизни, но вложенные знания и любовь к делу переданы ученикам и будут передаваться дальше, следующим поколениям учителей истории, обществознания, экономики и права, специалистам в других областях гуманитарного знания. В 2023 году в институте отметили 100-летний юбилей со дня рождения фронтовика, профессора, доктора исторических наук, талантливого преподавателя и управленца, ректора БГПИ Рустема Гумеровича Кузеева. Не случайно многие из нынешних ветеранов и преподавателей института считают Рустема Гумеровича своим наставником и называют себя кузеевцами. Именно он в 70-е годы 20 века создал команду тех, кто достойно строил и развивал новый факультет, закладывая традиции нашего института, ценностное отношение к людям и профессии учителя. Как начался ваш путь в науку? Что привело в педагогическую деятельность? Что послужило мотивом выбора профессии? Первые вопросы, которые задали героям сборника нынешние студенты, начиная интервью с каждым. Вы знаете, это, наверное, связано с моим детством. Дело в том, что я обычную среднюю школу закончил, поселок Лутеляк Иглинского района. Но у нас преподавали люди, которые прошли всю войну, вот в частности историю у нас, начиная где-то с 6 класса, вел Константин Данилович Елисеев. Он был обычным рядовым Великой Отечественной, а потом после войны закончил педагогический вуз, стал директором школы. И я помню, что это он меня все время поднимал, а тогда было тоже много разных событий. Я вот до сих пор помню, там шла Вьетнамо-Китайская война, вот там, собственно говоря, был этот знаменитый марш Карпов-Каспаров-Багио, прошу прощения, не Каспаров, Карпов-Корчной в этом самом в Багио на Филиппинах. Он меня все время поднимал, а я был политинформатором в классе. Говорит: Андрей, давай рассказывай, что там делается там на Филиппинах, что там на Вьетнамо-Китайском фронте. А потом он рассказывал про то, как он воевал. И вот, наверное, это самое и сподвигло меня в историю. Кем же я мечтал быть в детстве? Как я пришел к своей профессии? Когда у меня спрашивали, кем ты хочешь стать, у меня был один ответ. Я хотел стать спортивным комментатором. Но в любом случае это такая профессия творческая, связана, наверное, с профессией гуманитария. Дело в том, что вот мои школьные годы, они пришлись на довольно-таки стабильные и благополучные 70-е годы. Существовал культ хоккея, спортивного, дворового, культ хоккея, футбола.
мы все время проводили на улице, в отличие от нынешней молодежи. И вот моим кумиром был спортивный комментатор Николай Озеров. Кто мне дал путевку в педагогическую профессию, потому что одно дело это университет, это теория, другое это вот как бы практика, да? То есть вот первые такие вот навыки как педагога, как учителя. Вот эти первые навыки я получил на педагогической практике. А интерес к педагогической деятельности, он, наверное, у меня начал формироваться, когда начали изучать методику преподавания истории. А методику преподавания истории на 4 курсе вела Зинаида Ивановна Капшанинова. А Зинаида Ивановна Капшанинова была, она в свое время, в годы войны, после войны, работала учителем истории на Домовщине. И в 1953 году поступила в аспирантуру в Академии педнаук. Ее научным руководителем был известнейший методист, даже родоначальник советской методики обучения Алексей Иванович Стражев. Она в 1955 году закончила аспирантуру, защитила диссертацию и получила направление в Уфу. Причем я был первым студентом у нее, который написал дипломную работу по методике. У меня работа получилась очень основательная работа. В декабре 1963 года мы ездили на преддипломную практику в Москву, но как раз Зинаида Ивановна порекомендовала мне зайти в Академию педнаук в отдел истории, познакомиться с Наилем Георгиевичем Дарьей, ведущими методистами страны. Так? Значит, вот с этого времени, наверное, 4-5 курсы, я уже основательно стал заниматься методикой обучения истории. Решил связать свою жизнь, всю свою жизнь, так, именно с методикой обучения истории. Но меня история всегда увлекала именно вот тем, что загадочность, таким мы много можем узнать об истории. Вот, наука очень увлекательная. Я всегда любил читать исторические книги, смотрел исторические фильмы. Вот, поэтому для меня всегда история была такой наукой, наверное, номер один. Кроме того, в школе я всегда был гуманитарием. Как-то точно науки мне не очень-то давались, а вот история, литература, русский язык, обществознание, обществоведение тогда называлось, тоже меня, конечно, очень увлекало, и поэтому выбор профессии был, в принципе, определен заранее. Здесь уже каких-то сомнений у меня не было. Вы знаете, я не знаю почему, но когда я пошла в школу в 1 классе, почему-то решила, что я буду изучать английский язык. А в те годы английский язык в обычных школах, не спецшколах, изучался с 5 класса. То есть почему я в 1 классе это решила, мне совершенно непонятно. Но потом постепенно я решила пойти именно в педагогический. У меня в школе были очень хорошие учителя. Все получилось исключительно случайно и спонтанно. Дело в том, что сначала, когда мы закончили университет, кроме Стерлитамакского педагогического института не было ни одного места, где нужны были 2 историка. И меня с тогдашней супругой отправили работать туда, но не потому, что я хотел, а потому что была система распределения. А вообще на исторический факультет я пошел для того, чтобы стать журналистом. Я к тому времени уже несколько лет внештатно сотрудничал с «Вечерней Уфой». И люди, которые меня там учили писать, и, смею надеяться, хорошо научили, Юрий Федорович Дерфель и Риан Гадеевич Бекчентаев. Я их считаю своими учителями в плане стилистики, в плане отношения к слову, умения выразить свою мысль на бумаге. Вот они мне популярно объяснили, что самое главное для журналиста – это широкая эрудиция, а самую широкую эрудицию дают исторические факультеты. Почти 40 лет в системе образования работаю. И что привело? Знаете, я юрист по образованию. И когда закончил школу, я, естественно, пошел по стопам своего отца. Конечно, примером для меня является мой отец, который уже покойный. Конечно, он
удивительный человек был в плане того, что кристально честный человек был. Он прошел войну, воевал под Сталинградом, под Ленинградом, очень тяжелое ранение получил. В 1943 году его комиссовали. После этого он пошел работать в милицию и закончил, на пенсию вышел, будучи следователем по особо важным делам в МВД Республики. И вы знаете, для меня, вот недавно только мне моя двоюродная сестра сказала такую вещь, которая для меня очень важна. Она сказала: а я думала, что все милиционеры такие, когда говорила про своего дядю. Вот это такая похвала действительно для него и для меня. Вот. Ну, а по жизни, конечно, самое большое значение для меня играла моя альма-матер. Я закончил Омскую высшую школу милиции МВД СССР, и там же учился в аспирантуре, там же потом начал работать и приехал сюда, в Уфу, к себе на родину. И вот все, чего я в жизни достиг. По первому образованию я библиограф художественной литературы и искусства. И после окончания Челябинского института культуры по распределению я приехала в Уфу, тогда еще в Республиканскую универсальную научную библиотеку имени Крупской, и начала работать там, в отделе информации по культуре и искусству. Ну а спустя несколько лет меня пригласили в Уфимский библиотечный техникум уже в качестве преподавателя профессиональных дисциплин. И, собственно говоря, именно с этого началась моя работа в качестве педагога и началась моя профессиональная педагогическая деятельность. Что привело вас в педагогическую деятельность? Что послужило мотивами, какие были первые шаги? Ну вот, знаете, вот так вот, если по-житейски рассуждать, да, конечно, в детстве люди многое думают, быть инженерами, там, космонавтами, еще там. Редко бывает, что я хочу быть там педагогом, да? Хотя бывает у девочек, я хочу учительницей, а не учительницей, так не педагогами, а учительницей. Вот. Чаще всего пожарниками хотят быть, там, военными, летчиками. Да? Просто жизнь так складывается, что вот она сама по себе постепенно выстраивается. Ну вот, пожалуй, моим первым учителем и наставником была моя родная мама. Она была учителем начальных классов, была безгранично предана, любила свою профессию, я это все видел. Естественно, понимал, что труд большой, тяжелый труд. Я вообще выбрал философию как способ существования. И философская деятельность без преподавания, она, так сказать, не является полной, на мой взгляд, потому что необходимо общение, необходимо со студентами общаться. И вот, выбрав свою специальность, я таким образом определил, что часть времени я буду посвящать общению со студентами, саморазвиваясь, способствовать саморазвитию тех людей, с кем я общаюсь. Случайность. Случайность, потому что когда я поступала в педагогический институт, тогда институт, это было очень давно, больше 35 лет назад, я просто хотела рисовать. Я очень любила рисовать и стремилась к этому, но дело все в том, что в Уфе был единственный факультет, который готовил художников, в том числе это был художественно-графический факультет педагогического института. Больше ничего не было. Ну, еще был, конечно, училище искусств было, но это немножко была другая схема, другая история.
Поэтому, когда я пришла, все-таки поступила, это тоже не сразу произошло, у меня там целая история, связанная с моим поступлением. И когда я все-таки поступила, то, конечно, я была нацелена не на то, чтобы стать педагогом, а на то, чтобы стать художником, причем художником-декоративистом. Вот как-то так я видела свое будущее. А вот уже потом как-то так судьба распорядилась, что я в школу пришла, в школе застряла, ну и в конце концов в школе осталась. Вот. Поэтому это, в общем-то, случайность, которой я безмерно благодарна, потому что все-таки считаю, что именно вот в этой профессии я себя нашла. Случайно. Случайно как? А вот сейчас расскажу, как. Значит, после окончания исторического факультета обстоятельства сложились так, что я при всем том, что 5 лет блистал как подающий надежды археолог, вот, меня так и знали на факультете, и вообще там будущность вот такую яркую предрекали. Но обстоятельства сложились так, что у меня сорвалась не по моей причине аспирантура. И я получил, как и большинство наших ребят, то есть те, кто в армию не пошли. У нас парни наши в основном все в армию ушли на 2 года. А те, кто в армию не пошли по причине здоровья или как я, потому что я никак себя вот в офицерских погонах и в армии вот, ну, как вот я не представлял себя. Вот. Я получил направление в школу сельскую на 3 года. Еще потом ребята мне сочувствовали, те, кто в армию пошли. Ну, мы через 2 года все, свободное, а тебе, бедолаги, 3 года. Значит, там. Но вот я пошел в школу. В школе у меня, я работал в 2 школах Иглинского района, Вахлебинина и потом Балтика. 1 год я в Вахлебине отработал, потом такое получилось, так сложилась ситуация, что мне удалось поближе к Уфе. А Балтика это все-таки ближе. Там до станции Иглино 11 километров, в случае чего и пешком можно было дойти до электрички. А я часто ездил в город. И вот поскольку все равно продолжал заниматься археологией. 3 года я в школе работал, у меня очень неплохо складывалась эта работа. В МГУ я вообще не собиралась поступать на исторический факультет. Ну, как бы мне нравилось, но тоже не собиралась поступать. Потому что я училась в художественной школе, все связано у меня было с искусством, поэтому мое такое очень горячее желание было стать искусствоведом и реставратором. Поэтому я собралась поступать в Московский архитектурный институт тогда. Он единственный был на всю страну. И я приехала в Москву, ну, благо там как бы она и чужая была для меня. Вот. И подав документы, я буквально за 3 дня до экзаменов узнала, что реставрация, отделение реставрации пока еще не будет открыто. Хотя они дали анонс, что открывается такое отделение. Я вот ради него приехала из Ленинграда, соответственно, в Москву. Вот. Ну, 3 дня, это не 2, не 1,5, и я решила, что чем я буду поступать в архитектурное, буду просто чертежницей по гражданскому или по какому-нибудь другому строительству, буду-ка я заниматься историей. И направила документы, соответственно, в МГУ, на исторический факультет. Ну, надо издалека начать, с прошлого века. Вот. Потому что я 55-го года рождения. Вот, значит, ну, самое главное, я считаю, роль в выборе профессии моей сыграли мои учителя школьные. У меня были замечательные школьные учителя. Я, конечно, вспоминаю эту школу свою. Я учился в 60-е годы прошлого века, как вы понимаете, да? Из года рождения это все вытекает. Значит, у меня были замечательные учителя, еще раз повторяю, до сих пор с благоговением, можно сказать, вспоминаю их. Вот, это были учителя-предметники.
предметники, которые учителя по физике, там, по математике, например, учителя по обществознанию. Большое впечатление на меня произвел мой учитель по обществознанию Александр Николаевич Горбачев, его фамилия была. История – это очень универсальная наука, которая позволяет проникнуть во многие вопросы бытия, человеческого сознания, понимания. Вообще это, мне кажется, что это самый такой плодотворный, если можно выразиться, путь к познанию, к истории своих корней, самого себя, того, что не познано, непонятно. Это, в общем-то, мир бесконечно такого познания, который позволяет тебе, в общем-то, становиться мудрее, интеллектуальнее. Ну, наверное, так. Таким образом, в принципе, я пришла к истории. Ну, во-первых, это влияние в семье, потому что отец у меня очень интересовался историей, особенно историей Востока. А затем в 10 классе я попала в археологический кружок Челябинского пединститута, вот, где, в общем-то, уже познакомилась с азами вот этой очень интересной специальности археолога. Сначала, когда училась в школе, хотела пойти в педагогический университет и стать учителем истории. У меня альтернативы уже не было. Тем более тогда мы поступали только на одно направление, к нему готовились целенаправленно. Но я хотела стать учителем истории. Наверное, на мой выбор, на выбор моей специальности повлияла моя школьная учительница по истории. Я родилась в семье педагогов-историков, причем не в первом поколении. У нас, что называется, педагогическая династия. Учителями были и моя бабушка, и моя мама. Отец преподавал всеобщую историю в Башкирском государственном университете. И, соответственно, все мое детство прошло среди разговоров об истории, среди исторических книг, фильмов.